Великая тайна, сокрытая в железе. Железо – один из элементов, о котором в Коране содержатся уникальные и важные для науки сведения. В суре Аль-Хадид, что в переводе с арабского означает «железо», сообщается: «Мы низвели вам и железо, в котором сильное зло и многое польза для людей». Железо – третий по распространенности элемент на Земле и составляет 5% земной коры. Однако, несмотря на это, его возникновение и формирование происходит вне Земли. Открытия современной астрофизики свидетельствуют, что запасы железной руды на Земле попали на нее из внешнего космоса с колоссальных звезд. Этот научный факт поразительным образом сообщался и в Коране. В арабском тексте 25-го аята суры «Железо» при описании слова «железо» использовано слово «анзальна», что в переводе с арабского означает «низвели». В идиоматическом смысле его можно перевести и как «дано в пользование человеку». Однако это слово в арабском языке имеет и иное значение, которое и раскрывает перед нами удивительный научный феномен этого аята. Это второе значение можно перевести как «физическое низвержение с неба», к примеру, дождя или солнечных лучей. Если принять во внимание это значение рассматриваемого выражения, то есть физически спустить железо с неба на землю, то становится очевиден поразительный научный факт, заключенный в аяте, который, как мы говорили выше, был открыт лишь в наши дни. Причем не только на Земле, но и во всей Солнечной системе железо появилось из внешнего космоса, потому что температура Солнца недостаточна для возникновения и формирования железа как химического элемента. Родина железа – новые и сверхновые звезды. В момент, когда железная масса внутри этих гигантских звездных тел достигает критической массы, звезда уже не в состоянии удерживать внутри себя этот груз. И переполнившая звезду раскаленная железная масса взрывает ее изнутри. Образующиеся в результате такого взрыва метеориты, которые заключают в себе массы железной породы, разлетаются в космосе и вращаются в космическом пространстве до тех пор, пока не попадут в поле тяготения одного из небесных тел и не упадут на его поверхность. Из всего этого следует, что железная руда имеет неземное происхождение, и попала она на Землю из внешнего космоса с метеоритами, образовавшимися в результате взрывов на сверхновых звездах. То есть была физически низведена на Землю, как это и указывается в Коране. Сура Аль-Хадид «Железо» 57-я по счету в Коране. Цифровое же значение слова «Аль-Хадид» в арабском языке равно 57. Числовое значение слова «хадид» без артикля «аль» равно 26. Как видно из периодической таблицы Менделеева, число 26 – это атомный номер железа. Всевышний, сообщая нам аят, ниспосланный в суре «Железо», обращает наше внимание на происхождение железа, а также посредством математической кодировки указывает на важный научный феномен. Частица «и», упоминаемая в тексте аята «Мы низвели вам и железо», указывает, что и другие элементы, не только железо, были низведены на Землю из космоса. Кроме того, если рассмотреть особое упоминание железа в данном аяте в свете открытий, сделанных наукой в конце 20 века, смысл аята приводит нас к очень интересному заключению.